Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум. Для вас у Прадзе працуе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мной сёння са сталіцы Латвіі, з гораду Рыга, мэр гэтага цудоўнага гораду Мартинш Стакис. Здравствуйте, господин Стакис. Здравствуйте. Беларусь восхищена, по крайней мере, те люди, которые за демократическую свободную Беларусь, восхищены вашим поведением, не только, наверное, в связи с флагом, потому что про вас очень много комплиментов звучало в последние дни. Но все же давайте поговорим про флаг, потому что, с одной стороны, правительство Беларуси это вызвало большой скандал, со стороны граждан восхищение. Не жалеете ли вы о том, что вы сделали? Потому что глава государства, министр иностранных дел по вашему поводу высказывались и, в принципе, достаточно негативно. Нет, я не сожалею. В городской среде Риги развиваются флаги Беларуси. Это бело-красно-белые флаги свободной Беларуси. И чемпионат мира по хоккею – это в первую очередь праздник для спортсменов, для любителей хоккея, рижан, жителей Латвии, всего мира. Но нельзя забывать, что в несколько сотен километров от главного хоккейного холла угоняют самолеты Европейского Союза, подвергают пыткам и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски, как на местном, так и на международном уровне. Я не могу это игнорировать, и Рига это не может игнорировать. Белорусские власти могут ввести какие-то контрсанкции, из-за которых может потерпеть, например, экономика Риги, некоторые предприятия, которые сотрудничают с Беларусью. Вы этого не боитесь? Здесь вопрос не о деньгах, здесь вопрос о ценностях. Рига – свободный город, здесь живут свободные люди. Мы сами, как наша страна 30 лет тому назад прошла через процесс независимости, мы знаем, как это важно, и мы знаем, что это что-то стоит. И здесь, я думаю, это все-таки самое главное. Да? Поддержать сейчас народ Беларуси, даже если Латвия это что-то будет стоить. Это наш долг. Да, Рене Фазель обратился к вам с просьбой снять тогда флаг хоккейной ассоциации, если там нет официального государственного белорусского флага. Вы ему тоже ответили. Было ли продолжение этой истории? Что вы собираетесь делать дальше? Да, Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, придерживается другого мнения, чем я. Он требует снять бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии, в противоположном случае требовал снятия флагов ИИХФ. Так что на этот раз каждый должен выбрать свою сторону. Я сделал свой выбор, и по просьбе господина Фазеля мы убрали флаги ИИХФ. Так и эта ситуация разрушилась. И больше к вам не было обращений со стороны ассоциации Фазеля, да? Нет, больше не было. Вчера мы еще слышали насчет безопасности команды. Я могу вам уверять, что Рига, столица свободной страны, здесь всем рады, все могут чувствовать себя в безопасности. И белорусские спортсмены и сборная, они принадлежат режиму, а представляют белорусский народ. Я желаю сборной Беларуси успехов в этом чемпионате. Знаю, что игроки вложили в это много сил, и я приветствую все команды, приехавшие в Ригу. Так что пусть победит лучшая из 16-летних команд мира. А сам тренер или игроки белорусской сборной не обращались к вам с просьбой вернуть официальный флаг? Нет, такого обращения ко мне не было. Угу. А как вы считаете, что в данный момент еще Латвия может сделать для Беларуси? Потому что сейчас в Беларуси многие рассчитывают на помощь стран Запада, в первую очередь своих соседей. А Латвия потерпела первой, потому что уже посольство фактически не работает в Минске. В Минске не работает, работает, по-моему, в другом городе. Но, знаете, я думаю, что мы здесь в Латвии должны сделать свою домашнюю работу. Я сам, наверное, обращусь к парламенту Латвии, чтобы улучшить ситуацию беглецов Белоруссии здесь, которые уже есть в Латвии, чтобы облегчить их жизнь здесь. Так что я думаю, что на этом мы не остановимся.
И мы будем помогать нашим соседям. Вот Латвию многие считали страной, которая выступала в последнее время, ну, наверное, до событий августа прошлого года, таким адвокатом белорусских властей. Даже готовился визит непосредственно перед выборами в Ригу. Но он потом был отменен официально из-за коронавируса. Но, тем не менее, именно Рига называлась этой первой столицей Европейского Союза, которую посетит Александр Лукашенко. Почему, на ваш взгляд, вот у Латвии была такая репутация страны, которая приветствует Лукашенко? Я с вами не могу согласиться. По крайней мере, я об этом не знаю. Но знаете, я мэр города. Не моя ответственность политика, государственная политика. Я не буду комментировать, наверное, то, что должен комментировать наш министр. Так что, наверное, лучше этот вопрос задать ему. Да, мы еще обратимся тоже к нему. Вопросы вот по поводу официального флага, потому что те немногочисленные, наверное, уже белорусы, которые считают его своим флагом, они сейчас, ну, по крайней мере, в социальных сетях пишут про то, что называют латышей фашистами и про то, что они как бы оскорбили белорусский флаг. Как вы считаете, если вот, например, появится какой-то белорус, ну, не знаю, человек с этим флагом на плечах в Риге, что может быть с этим человеком? Ему угрожает опасность? Нет. Ему не угрожает никакая опасность. И мы очень толерант наше отношение к таким ситуациям. И, знаете, мы уже привыкли, как нас иногда называют, и никто на это больше уже такое, скажем так, внимания не обращает. Угу. А вот именно лично вам, я видел в социальных сетях тоже ваши профили, как вы считаете, больше было вам благодарствий за этот жест или все-таки больше вас критиковали? Точную статистику вам не скажу, но я очень благодарен всем, которые поддержали меня. Я получил благодарность к письмам из всего мира, не только из Беларуси, но из всей Европы, даже США. Люди, которые живут и там. И, ну, скажем так, сколько же больше благодарностей от любящих свободу Беларуси получила бы и ИХФ, если бы поступила так же, как я, и выразил свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации. Так что, опять же, каждый должен сделать свой выбор. И я могу понять, что есть кто и недоволен этим. Я политик, я привык и к критике. Здесь демократия, здесь никого не осуждает о критике. Здесь не Беларусь. А скажите, вообще, откуда вы получили этот флаг? Я понимаю, что это не просто купленный в магазине флаг. Нет, этих флагов в магазинах Латвии довольно трудно найти, даже не знаю, можно ли купить, но у нас есть центр беглецов, где живут примерно 40 беглецов из Беларуси, и они одолжили мне этот флаг, когда узнали о нашей идее, и я постараюсь им этот флаг вернуть и своей благодарностью, и своим, наверное, лучшими пожеланиями. А что произошло с красно-зеленым флагом? Потому что это очень беспокоит официальные власти, ну, по крайней мере, те, которые правят. Мы с уважением относимся к флагам, и нечего об этом, скажем так, опасаться. Угу. Вы сказали, что вы политик, поэтому вопрос как политику, как вы считаете, как и когда может измениться ситуация в Беларуси? Сегодня довольно тревожные и заявления Лукашенко были про то, что это может начаться даже мировая война в связи с тем, что сейчас происходит вокруг Беларуси. Он считает, что это западные разведки иностранные против него действуют. Ну, мы это уже все слышали не первый раз. Всегда, когда какой-то диктатор опасается своей позиции, он начинает говорить о том, что это какая-то мировой план против страны, хотя против его же народ и против его весь свободный мир и Евросоюз, как мы уже видим за последние дни.
Конечно, я бы хотел, чтобы в Беларуси была демократия, чтобы Беларусь была свободной страной с демократически избранным президентом. И я считаю, что эти выборы не были честные и демократические. Последний вопрос вам. Как вы считаете, чем латыши за последние 30 лет своей уже свободной истории, чем ваша история интересна как урок для белорусов? Каких ошибок, возможно, белорусам не следует совершать, которые, возможно, совершили латыши за эти годы? Это очень хороший вопрос, и мы с радостью поделимся своим опытом с друзьями из Беларуси и другими странами. Но я думаю, что самое важное – это каждый день вспоминать, что для нас значит свобода, демократия, независимость. Мне как политику очень важно, чтобы это я сам себе напомнил каждый день, и это напомнил тоже рижанам и всем, кто живет здесь, в Латвии. И мы можем, и люди в Латвии видят, как мы живем, и как живут люди в других странах. Я думаю, что многие из нас понимают, что мы сделали правильный выбор. Не всегда это легкий выбор, потому что мы сами должны отвечать за свои ошибки, которые мы делаем. Но это всегда мы понимаем, что это был правильный шаг, несмотря на все трудности, которые у нас были. И я пожелаю, чтобы всем была возможность почувствовать то же самое, что чувствую я, что чувствуют мои сограждане здесь, что у нас есть возможность жить в свободной стране, в свободном городе. Мы в наших социальных сетях предложили белорусам писать вам вопросы, чтобы задать во время этого эфира, но 99%, даже больше, почти 100%, это только слова благодарствия, поэтому, к сожалению, вопросы я не задам, но передам просто то, что попросили нас люди. Мы как-то средством информации передаем вам благодарность белорусов за ваш жест солідарності. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Риги був мер латвійської столиці Мартинш Стакіс. Ви глядели канал «Свобода Преміум». До вас в праці працював Дмитрий Гурневич. Дякую і заставайтеся со свободой. Спасибо вам большое. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.